получилось так, что независимой Молдове больше 30 лет, но вот эта интеграция, о которой вы говорите, особенно тех, допустим, болгар, гагаузов, не произошло. Почему не произошло? А это, знаете, опять же, это моя личная точка зрения, потому что когда Молдова объявила о своей независимости, нужно было создавать в первую очередь образовательную систему. У меня был хороший знакомый, к сожалению, он умер, Анатолий Анисимович Гудым, очень мудрый человек. И он сказал, что в Молдове, в отличие от других республик, нужно одновременно решать 3 проблемы. Это правовое государство, структуры, потому что то, что было нарисовано советской Молдавией, это была фикция чистой воды. Это создавать национальную экономику. Не отросточек солнечная Молдавия в Советском Союзе, а национальную экономику. И создавать, консолидировать молдавскую гражданскую нацию. Что нам удалось из этого? Этих 3 и для этого самые большие ошибки, на мой взгляд, были допущены в образовательной системе Республики Молдова 30 с чем-то лет назад. Почему? Потому что если бы у нас была адекватная образовательная система, у нас не было бы то, что вы упомянули, и года 3 назад фонд Фридриха Эберта в Молдове сделал социологическое исследование среди молодых от 15 до 29 лет. И то есть социологическое исследование продемонстрировало, во-первых, каков процент молодых, которые хотят уехать из этой страны, и, во-вторых, что региональный вот этот менталитет с теми клише, стереотипами среди тех, которые не жили в Советском Союзе, но унаследовали их из... И когда 1,5 года назад господин Дан Перчун, министр образования, взял на работу господина Ивана Думиника, который провел, так сказать, картографирование условий преподавания, не условий, а уровня преподавания румынского языка, он обнаружил преподавателей румынского языка, которые читают по слогам. И после этого мы что хотим?